Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы хотим готовить рис с мясом. Вот у меня здесь на столе мясо, шейное мясо. Оно быстрее готовится. Вот, потом рис. Значит, рис взяли 1,5 стакана. Длинный рис, чтобы был рассыпчатым. Так, морковку одну, 2 небольшие луковицы и чеснок. Вот 3 штучки взяли. И будем готовить. Сегодня мы это все в духовке. Мясо буду резать. Так, поздороваюсь, друзья, и я. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Вот. Делаем а-ля плов такой. А-ля плов. Пловом это назвать, конечно, не будем, чтобы настоящие ценители плова не обижались на нас, но а-ля плов такой. Рис, мясо, лук, морковь и чеснок. Мясо взяли шейку, где-то 400 грамм, морковь 1, луковица 1, чесночка 3 зубчика и еще рис 1,5 стакана. Мясо режется на маленькие кусочки, Маша занимается этим. Дальше у нас пойдет, друзья, плитка электрическая и духовка. Вот весь процесс. Маша, как обычно, в красном фартучке. Всем привет и поехали дальше. Смотрим. Режем мясо, как уже говорил. На улице у нас вроде бы сегодня такая 10-12 градусов, более-менее так нормальная погода устанавливается. Но с дождями, такой мелкий, моросящий, висят тучи, прям вот висят. И куча дел на улице, огороды еще мерзлые, ну, сверху небольшой там слой растаял, конечно, но внизу это все мерзлая земля еще. Рано сажать огороды, Маша занимается клумбами, цветочками, рассадой. Что мы посадили, Маша? Мы посадили. Помидоры. Ну, там засвечивает, просто я не могу показать. Если поднимешь, я покажу. Помидоры у меня еще маленькие. Вот смотрите, там помидоры. Там цветок какой-то зацвел, я не знаю какой. Бегония. Бегония там цветет, не знаю, показывает. Ой-ой-ой! Ну и там орхидея цветет, она круглый год цветет. Такие помидоры, сорт не знаю какой помидор, Маша. Сибирский, скороспелый. Сибирский скороспелый. В этом году черри помидоров у нас нету. Вот. И еще там в другой комнате есть такая этажерка, там рассада кукурузы, рассада цветочков всяких. Я тоже в этом мало понимаю, этим Маша занимается. Вчера съездила, камней привезла, Маша, камнеломка такая, женщина такая, собирает камни, ну, делает клумбочки всякие. Просто у меня есть планы на участке, чтобы сделать там много что надо сделать по сантехнике, и буду копать. И Маша тоже вот очень недовольная, что я не вовремя это сделал. И если бы заранее, конечно, это сделал, можно уже было сверху этих труб сделать клумбу, да, ведь. А сейчас вот, если сейчас Маша эти клумбы там делает, куда она планирует, ему нужно земляные работы провести. И большая заквоска. Вот такая длинное начало у нас. Ну, дайте мне выговориться, друзья. Я тоже целую неделю молчал. И хочу выговориться. Немножко рассказали. Вот такие дела у нас. Что у нас происходит. Все, Маша заканчивает резать мясо, потом будет жарить. Ну, я так мелко режу мясо. Не очень такими большими кусками, мелкими кусочками. Но шейное мясо, конечно, это быстрее готовится. Да, шейка всегда вкусненькая. И шашлык, да. И просто готовится она сама тоже. Нам понравилось. Мясо как закончили резать, и мы сегодня уже маленькую плитку не будем доставать.
как бы основной, где-то я отсюда поснимаю, будем мясо жарить. Сковородка обычная, маслице туда наливаем чуть-чуть, потому что шейка с прослойками жира такая, вон мясо какое. Будем жарить. О, слышите, наверное, друзья, шкварчит. Мясо такое. Звук жарки мяса очень приятный. Я обожаю просто этот звук. И аромат всегда. Пока там шкварчит мясо, дожаривается, Маша там режет уже лук. Ну, тут тоже хитростей нету никаких, просто режем лук. Кто любит, чтобы помельче, например, я люблю, чтобы помельче. Маша вот так и режет, очень мелко. Ну и соответственно морковку тоже к луку. Морковь такое блюдо тоже очень хорошо подходит. Морковку натираем, можно тереть, можно резать соломкой, как вам угодно. Без проблем. Вот у нас так получилось. Это лук и морковка. Ну, это немножко обжарили мясо. Это сейчас все убираем. И будем жарить морковку с луком. Так, это у нас готово мясо. Ну и перекладываем, собственно говоря, в такую отдельную тарелочку. И потом сюда я буду выкладывать морковь и лук. Вот так. Сначала лук немножко обжарю. И уже после морковку. Так, солим мясо. Перец. Добавлю сюда же приправу. Приправа для для плова у нас. Тут и очень много что. Не могу, не припомню, что там, но есть зира, точно есть. Вот. Ну вот так. Посолили, поперчили, приправу добавили. Так, лук я добавляю, морковку. Обжариваем лук с морковкой. У нас, друзья, там морковка и лук пожарились, подружились. И еще мы заранее включили духовку. Духовка она греется на 180 градусов. Это все тоже вместе к мясу идет. Морковка и лук. Мир, дружба, фестиваль, как говорится. Но у нас чуть-чуть мяса поменьше, конечно, получилось. Для такого количества риса, наверное, мяса надо чуть-чуть, еще грамм 200 хотя бы добавить, там грамм 600, 700. Ну, у нас вот было 400 грамм в холодильнике кусочек такой шейки. Вот из него. Даже вот час уже это смотрится аппетитно. Мясо, лук, морковка. Я уже пару кусочков мяса съел, потому что она горячая, она не сырое, как говорится. Горячий сыр не бывает. Я съел, Маша не даст соврать, давайте.
съел бы и с удовольствием. Я всегда, когда суп варит Маша, я вытаскиваю кусочек мяса, соль окунаю, ну, соль немножко окунаю и так ем. Вот. Ну что у нас тут теперь? Ну а теперь будем укладывать в пакет. И будем сегодня делать это все в духовке. Уже духовка включена на 180 градусов. Будем выпекать в духовке. В пакете для запекания будем готовить дальше. Вот и пришли. К чему шли. Так, приготовили противень. Рис идет к мясу с луком. Рис промытый. Взяли длиннозерный, как уже Маша показывала. Вот. Все это вместе тоже их подружим. Вот так. Где шаркает. И все это в пакет. У меня здесь 3 зубчика чеснока. Это тоже сюда я кладу. И, значит, у меня здесь пол-литра воды. Наливаю сюда пол-литра воды. И это все закрываем. Так, в местах я делаю проколы. Можно ножницами даже там иголочки порезать. Вот так. Все. И отправляем в духовку на час. У нас уже духовка готовая. Ну и все, отправляем на час. Ну вот такой. На 180 градусов у нас духовка была включена, как уже говорили. И на час Маша отправляет. Вот. Все, будем ждать, Давид? Да, будем ждать. А потом, пока будем ждать, что будем делать? Сидеть. Ты что будешь делать? Пока ничего. Пока буду ждать. После уже выйду на улицу. После обеда, да? Да. Понятно. Меня с собой возьмешь? Завтра выйдешь. Сегодня мне Сегодня. не взяли. Да и на небе тучи. Там тучи сегодня. Не пойду я на улицу. Ровно час прошел, друзья. Ровно час. О, смотри, как все. Все равно хоть и прокололи, немножко разбух. Сейчас вот в прямом эфире, так сказать, откроем. Мы еще не открывали. Просто невозможно открыть, пакет завязан. Что у нас тут? Ух ты, горячая. Ох. Сейчас перемешаем этот. Как там внутри наш а-ля плов. Рассыпчатый такой рис.
Все прекрасно будет. Замечательно. Сейчас, друзья, положим на тарелочки и пообедаем этим рисом с мясом. Таким. Наподобие плова такой. Да, и он есть. Вот сюда добавить изюм, томатную пасту, и он будет пловом. Ну, сейчас пока, скажем, рис с мясом. Но это очень вкусно, друзья. Очень вкусно. Смотрите, как рассыпчато все. Видите, пар идет такой. Такая вкусняшка замечательная. Готовьте, сегодня воскресенье. Готовьте, друзья. О, смотрите какая. И это все, весь остаток у нас мы переложим в такую посуду, как сковородку. Типа. Ну вот, друзья, переложили такую тарелку, потому что сразу мы это все не съедим. Или подогреть там, или и хранить. Такой сковородка удобная. Кто-то скажет, можно, конечно, приготовить сразу из сковородки. Ну, конечно, это будет настоящий плов. А это вот мы в пакете так приготовили. Тоже нормально. Маша, ну ты согласись, тоже очень вкусно, да? И красивенько так получается. Да, такой рассыпчатый получился. Да. Так, а сейчас будем пробовать снимать. Так, поснимаю тоже уже Машеньку, как всегда. Момент истины. Маша пробует. Маша пробует и сейчас скажет оценку. Да, это вкусно, друзья, я знаю. До плова, конечно, скажем, не дотягивает, но на 90%, скажем, плов. Но тут очень рассыпчатый. Рассыпчатый. Сейчас ну-ка поближе. Рассыпчатый такой. Мясо очень вкусное, шейка нежная. Дальше приправы для плова тоже поставили. Вот рядом там томатный соус такой краснодарский Маша положила, а я просто с желудком проблемы, да, я томатного ничего такого не употребляю сейчас на данный период. Ну и у меня вот, смотрите, вот такая мисочка. Вкусненько, это не может быть невкусно. Изюм бы сюда добавить, чеснок мы тоже положили, правда, не целой головкой, а положили несколько зубчиков. Один, правда, потерялся, не знаю, какой-то в миску попал. Вот. Все очень вкусно, друзья. Всем советую. Я, например, советую. Ты как, Маша? Да, очень вкусно. И главное, получилось рассыпчато. Понравилось. Я тоже сейчас буду пробовать. Сейчас Маша вот ест и нахваливает. Я тоже на камеру похвалю немножко. Зевчески. Ну, чески до оценку Маша все поставила. Зевчески, это очень вкусно. Так сказать, если в переводе. Соль самый раз. Вот как посолила, вот и, как говорится, не надо пересаливать ничего. Все даже очень вкусно получилось. Прям все в норму. Что соль, что приправа. На вкус очень вкусный. Так что готовьте тоже так же, пробуйте. Очень быстро и легко тоже делается. Ну что, друзья, пробую и я на камеру. Немножко уже чуть-чуть пока разговаривал, подостыл, но все равно вкусно. Видите, прям ложкой ем, а потому что это не плов. Это все-таки рис с мясом. Поэтому ем ложкой. Прям черпаю. Рещинка, крещинка. Еще раз цыпчата. Замечательно. Вкусно.
Прервусь, друзья, на минутку хотя бы сказать до свидания. Я скажу, что это очень вкусно. Я скажу, что это недолго делается. Я скажу, что советую вам так приготовить. И еще скажу, 1 000 000 нравишек, 1 000 000 лайков для Маши. Маша, спасибо за такую вкусняшку тебе. Вот так. Очень вкусно, друзья. И что еще? Все, наверное, буду заканчивать и говорю до новых встреч на нашем канале. Всем пока, до новых рассветов. Готовьте с нами, готовьте лучше нас. Всем пока. Ну, всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.